А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Среди ингушей бытует мнение, что солярный знак на флаге Ингушетии является независимо ингушским и что он принадлежал только им и больше никому. Так ли это на самом-то деле? Конечно же, это полная чушь и вранье, и мы сейчас про это поговорим. Дело в том, что этот солярный знак практически отсутствует в горной части Ингушетии, и до поры до времени в Ингушетии этот знак был гербом одного тейпа. Пока 13 мая 1994 некий Ибрагим Дахтильгов не добавил его в новосозданный флаг Ингушетии. С этого дня каждый ингуш закрепил свои авторские права на этот знак, никто не имеет права использовать эту свастику в своей работе или же просто использовать в социальных сетях. Если ты поставишь этот солярный знак себе на аватарку и будешь отмечаться в ингушских пабликах, к тебе обязательно докопается какой-нибудь издатый ингуш, потомок Гургала, с вопросами: «Зачем ты поставил на аву ингушский солярный знак?» Самое смешное то, что отличие от Ингушетии. В Чечне этот солярный знак имеется во всех горных и предгорных частях нашего края, от древних башенных поселений до надгробных каменных плитов. И в разных районах, разных регионах Горной Ингушетии и Чечни даже мы видим присутствие этого знака. И Чечни даже. Удивленный ингуш говорит, и в Чечне даже он присутствует. Для тех, кто не в курсе, напомню, этот солярный знак практически отсутствует в Ингушетии, но он есть во всех горных и предгорных частях Чеченской Республики. Вот такие вот наглецы и подлецы пытаются путем лжи и замалчивания истинной правды изменить историю, присвоить себе то, что никогда ему не принадлежало.